следствие надо, причину знать. А иногда причины, знаешь, просто дьявол пришел. И иногда причина есть, а иногда и нет этой причины. Просто пришел дьявол. Но когда пришел? Когда спали. Когда спали. Вот об этом я хочу сегодня говорить. Нам нужно бодрствовать, чтобы не уснуть. Давайте мы откроем Марка. Сейчас я скажу вам, что открыть. Тема проповеди – бодрствовать. Бодрствовать. Бодрствовать, чтобы не уснуть. Бодрствовать, чтобы не уснуть. Марка 13 глава, 32 стих. О дне же том или от часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. О чем говорит Иисус? Он говорит о втором пришествии. Мы так мало говорим об этом, вообще многие и не понимают, не догоняют. Но оказывается, еще Христос придет. Хочу тебя или обрадовать, или наоборот огорчить, но Христос придет. И написано, много сегодня мы читаем, слышим в интернете, в соцсетях, что только они говорят, но написано, никто не знает, только Отец. И дальше, 33 стих. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляет дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящим. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Аминь. Интересно, 4 раза в 5 стихах, буквально. Знаешь, вот обрати внимание, все, что говорит Иисус, и Он повторяется, все это важно, принципиально важно. Это вопрос вот, твоей жизни и смерти. Это принципиальный вопрос. И Он вот в каком-то маленьком отрывке столько раз. То есть, что он означает? То есть, будь готовым, будь внимательным, будь осторожным, бодрствуй. Говорит, бодрствуйте, потому что не знаете, когда я вернусь. Знаешь, я думаю, вот это наставление, почему Иисус давал, наверное, по простой причине. Потому что Он понимал, что мы можем уснуть. Так ведь? Иначе столько раз бы Он не говорил бы. Эй, алло, церковь, ребята, братья, сестры, не спите, говорит, бодрствуйте. Потому что если не будете бодрствовать, будет проблема. Вы уснете. Если, допустим, я спрошу вас, любите ли вы спать? В какой-то степени мы все скажем, это нормально. Это нормально, мы так устроены. Там 6-8 часов, не знаю. Нам необходимо. Это нормально. Аминь. Но мы так устроены. Но в то же время Иисус, помните, говорил, дух бодр, плоть немощна. Мы должны отделять какие-то моменты. Знаете, я слышал историю, один паром в Балтийском море, Эстония, если я не помню, могу ошибаться, он назывался, он терпит кораблекрушение, и вот половину людей вас вытаскивают из холодной Балтики, спасительные шлюпки, а утром их эвакуировали, и половина из них не проснулась. Они умерли, переохлаждение, гипертония. Вот вроде бы они были спасены, но, знаешь, вот не бодрствуя умерли. Это был реальный случай. И знаешь, иногда мы так можем думать, что сон, это что там? Это все такое поверхностное, легкое, ничего страшного. Это не грех, это же не выпить, не уколоться, не сбудить, что-то еще. Но знаешь что, это на самом деле грех. Хочу тебе сказать. Что такое грех? Мимо цели. Мимо цели. И вот когда ты спишь, ты идешь мимо цели. И это повлияет на тебя. Это будут сильные, какие-то негативные последствия. Далеко ты с закрытыми глазами уйдешь, сонный. Недалеко. Недалеко. Знаешь, это не просто такой духовный расслабон. Я так смотрю на церковь со стороны. И мы так вот
на таком расслабоне порой. Максим, молодец. Я понял, что ты по семечкам соскучился, да? Слава Богу. Вот, кстати, вот еще немножко, я говорил об этом. Если в вашей жизни есть какие-то вещи, не свобода, какая-то вот, вам нужно освобождение, пост. Смиряйте свою плоть. Это из плоти все идет. Запинающие вещи из плоти идут. Практикуйте длительные посты. Не соглашайтесь вот с этим. Еще скажу, сегодня причастие будет у нас. Не надо вам болеть. Писание говорит, многие болеют. Если в твоей жизни есть вещи, и ты не готов, ты не готов оставить, у тебя нет исповедания перед Богом, перед священником, перед людьми, и ты не готов оставлять, не надо выходить. Если ты готов, в твоем сердце, да, у тебя не получается, но ты все равно хочешь изменить, ты все равно готов бороться, ты все равно говоришь, греху нет, тогда беги. А если ты просто играешься здесь, не надо. И знаете, скажи соседу так, чтобы не спал, не спи на собрании. Хорошо. Знаете, люди по-разному, вот они советуют, чтобы уснуть. Да? Где-то музыку, где-то свет, там, кто-то какую-то обстановку создают. Тишина, покой. Врачи говорят, как? Не особо жарко, кстати, советуют. В определенное время ложиться. Да? В определенное время. Тогда и организм, система твоя вся, она отдыхает, ты поспишь, высыпаешься. Советуют рано вставать, советуют. Тоже верно. Кто рано встал, тому Бог. Да? Это тоже. И она понизится, находится. Вы понимаете, тишина, кто-то шторы там что-то делает. Но мы немножко о другом говорим. То есть есть факторы, да? Есть определенные факторы, которые влияют. Твой внутренний настрой, покой, тишина, чтобы уснуть. И вот я хочу сегодня говорить, что нам делать, чтобы не уснуть нам духовно. 6 вещей коротких. Первое. Не расслабляйся. Не расслабляйся, брат, сестра. Не расслабляйся. Знаешь, иногда вот приходишь домой после рабочего дня, там, ты уставший, замученный, пришел, там, еще ты как-то домой зашел, там общаешься, как-то ты бодр, там, поел, туда-сюда, потом любимый диван или кресло, как-то вот ты потихоньку там раз, прилег, присел. Некоторые даже как легли, так глаза закрыли, все, да, мужчины, женщины это знают, наверное. У меня так часто бывает, я раз могу и все. Ты прилег, расслабился и уснул. Там холодно, зябко, какая-то движуха, а дома спокойно, все вот располагает, все хорошо. Давайте откроем 2 Петра 2,6. 2 Петра 2,6. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращения между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Вы помните, да, эту историю про Лота? Племянник Авраама. Интересно, они вышли, да, он вышел с Авраамом, вышел за чужим видением, пошел, просто доверяя, где-то вот с дядькой пошел. Они пошли, шли, не знаю, какое-то время, потом у них начали споры, там вот, касательно бизнеса, там, финансов, стада, все, они, их чересчур так, знаешь, много стало. Вот, кстати, выбирайте правильных людей, с кем ходить. Выбирайте. Это благословение Авраама, оно было на Лоте. Я не знаю, то ли Лот там себя что-то поверил, то ли как. Другая песня уже. Ну, помните разговор? Авраам говорит, если ты пойдешь на север, я пойду на юг. Пойдешь на запад, я пойду на восток. Помнишь?
И что там дальше? Вот поднял глаза, увидел землю, написано, как орошаемый, как Господень сад. Земля хорошая, прекрасно, видно, все удобно, комфортно для бизнеса, для жизни, все вот, все прикольно, все позволяет. Говорит, я не знаю, как ты, а я вот сюда. Помните эту историю? И он пошел туда. Знаете, интересно, что Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире, ибо в мире что? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть во тьме, мир во тьме написано. Интересно, когда ты попадаешь в темную обстановку, знаешь, вот твой нерв человеческого глаза, он так устроен, что когда темнота, он успокаивается, а когда свет, он сигнал дает, чтобы не спать. Поэтому вот темнота, она, легко уснуть. И вот написано, весь мир живет во тьме. Поэтому, мы, конечно, мы живем в мире, мы живем, общаемся, работаем, но важно не уснуть здесь. Важно не прикоснуться, не прилепиться к этим вещам, как Лот. И знаете, что интересно, он-то написано, не в городе жил вначале, а рядом. Рядом жил. Он вначале жил рядом, совсем рядом. И как, знаешь, тебя зовут куда-то там, да что там, пойди на корпоратив, там, на день рождения посиди, что-то там, еще какую-то компанию. Зачем искушать, да? Худые сообщества как? Развращают. Развращают. Ты хочешь или нет, все равно это процесс независим от тебя будет. И вот этот Лот, который устроился там совсем рядом, вроде бы недалеко, через время он переселяется куда? В город. Написано, он у ворот сел. Вчера в бане мы там с братьями поговорили о Лоте. Да, что ли? И написано у ворот. В то время у ворот не каждый себе мог позволить. Это был влиятельный уже человек, уважаемый. То есть рост пошел по карьерной лестнице. Дела в бизнесе пошли. Планы, проекты, там, заказы, все хорошо, все, уже это. Отмечать начали его. Какой-то руководитель некий стал. Не знаю, там мэрия или городской совет, или местный депутат, я не знаю. Уже как бы у какого-то руля парень. И очень интересно, он постепенно, что-то происходит с ним. Но мы читаем, что в душе своей ежедневно мучается. Значит, интересно, да? Жизнь идет, повседневные заботы, переживания, а не устройство. А внутри понимаешь, что не туда. Все равно, находясь с Авраамом, он все равно видел эту Божью славу. Он чувствовал, он переживал Бога все равно. От этого и мучился. От этого. И знаешь, чем больше ты погружаешься во тьму, чем больше ты миром, чем больше ты потихоньку начинаешь засыпать. Чем дальше, с каждым разом, все дальше, глубже, ближе. Межа твоя, граница, она все шире, дальше. Какие-то компромиссы. Уже как-то ты смотришь, как-то, а что, все живут так. А что, мне нельзя? И вообще все меня устраивает, да? Что, меня все устраивает. Меч не опустился с неба. Вроде бы еще так, идет же, идет. И мы думаем, что мы перехитрили самого Бога, знаешь, И вот Лот ежедневно мучился. И дальше, знаешь, очень интересно, помните эту историю до конца? Ангелы пришли. Пришли ангелы, он их располагает, и тут эти, я не знаю, как правильное слово, люди с извращенным умом. Извращенные люди пришли. Стучат в дверь, дай нам этих гостей, мы их хотим познать. Вы просто, изнасиловать, другими словами написано. Начали требовать, он начал там объяснять, оправдываться, совесть поймите, вы что, говорит. Значит, все равно мы не будем в миру, мы не сможем там ассимилироваться, ребята. Если вы пытаетесь до сих пор, братья и сестры, вы и там вас не примут. И здесь вы зависли между небом и землей. Это не состояние, это неправильно. И он говорит, и там, говорит, нельзя так, Лот говорит, в общем. Потом написано, что слепые они ушли, эти жители этого города. И он говорит, надо уходить отсюда. Собрал родственников, зятьев там, соседей, близких. Говорит, надо уходить, надо валить отсюда. Это не наше место. Давайте, уходим. Написано, они начали шутить. Вернее, начали смеяться. Они думают, что он шутит. Знаешь, как интересно, часто ты с людьми говоришь, говорит, Иисус любит тебя.
есть выход, есть ад, есть последствия. А он тебя смотрит, как на этого, знаешь, ты, это одна, я слышал разговор один. Человек говорит, женщине, говорит, слушай, говорит, Бог хочет тебя спасти, Бог хочет быть на небесах. Она говорит, а если небеса где? Он говорит, ад есть, озеро огненное. Она такая улыбается, говорит, да, что, там годик пожарюсь, потом привыкну. И знаете, печально. И печально. И когда ты начинаешь людям говорить, что будет пришествие, что Христос придет, что это время, вот, мы не знаем когда, но оно возможно скоро. И знаешь, если потом по ходу переобуться, можно быть поздно. И смотришь, люди они не хотят понимать вообще просто. И то же самое так. То же самое с Лотом. То же самое. Написано, что они думали, что он шутит. Лот говорит, а люди смеются, дети смеются. Знаешь, вот интересно, вот я сейчас часто движусь, прикасаюсь, а как, хорошо, ты бодр, ты бодрствуешь, ты в церкви, а дети твои, а родственники твои, а знакомые твои, а соседи твои. Я знаю, многие из нас вообще не говорят даже, мы стесняемся, мы боимся, стесняемся, нам неудобно, у нас нет времени. Что-то еще. Иногда мы, знаешь, мы готовы там купить детям там же шмотки, кафешку денег, гаджеты там, лишь бы они нам не мешали. Оставляем их, лишь бы я готов сам пойти за тебя, окаянного буду молиться, лишь бы ты, знаешь, будут мешать, типа, дети. Да пускай бегают, пускай мешают, пускай. Пускай они не будут в Доме Божьем хотя бы. Знаешь, все равно Дух Святой будет касаться. Да, мы не знаем этих моментов, мы не знаем, как Бог работает. Но это проблема будет, если... Вот дети Лота, они не спаслись, дочери, а все остальные... Вот представь. Знаешь, вот я помню наши дети, у них не было выбора. Они родились в церкви. Сейчас я смотрю на этих. То же самое. Их носят, они позуют. Слава Богу. Слава Богу. Не просто ходить в церковь, надо, чтобы они еще служили. Сегодня захожу в церковь, она мне проверяет и температуру. Я радуюсь. Слава Богу. Вдохновляйте детей, родителей. Вдохновляйте, чтобы они что-то делали, служили, пели. С ними ходите. Служите там в детском, в конце-то концов. Или в подростковом, уже не знаю. Служите, что вы. Чужим послужите, Бог вашим послужит, в конце-то концов. Это ж так работает. Ты служишь Богу, а Бог служит тебе. Аминь. Аминь. Знаешь, все, что говорит Слово Божье, да и аминь. Все, что говорит. Иисус говорил о этих последних временах. Он говорил. То, что сегодня происходит, люди от страхи, от паники, так же. Общаясь с людьми неверующими, говорю. У нас хоть есть, знаешь, понимание каких-то вещей, у нас угол зрения есть, у нас вера есть, надежда есть. А людей общаясь, у них вообще какая-то каша в голове. Слава Богу, сейчас, я не знаю, с коронавирусом, непонятно, но сколько умерло, сколько заболело, сколько там ограничено, и того, всего. И знаете, что это цветочки? Ведь не хочу быть худым пророком, но Библия говорит чуть иначе. Тьма придет, мрак покроет народы, там ужасы, паника, страх, война. В принципе, это уже так вот, мы по этому году уже можем что-то ощущать, да? Мы понимаем, что все не так просто. Все-таки то, что Иисус говорил, это приходит. Знаешь, чтобы не было, а над тобой воссияет Господь. Аминь. Главное, ты не усни. Главное, не усни, а то замерзнешь. Что сделал Лот? Вернемся к Лоту. Что он сделал? Он уснул. Он уснул. Он был в благословении, был с правильными людьми, был. Потом там, сям, потихоньку, вот, как из огня, и на пути оставил и супругу.
Не спи. Он потихоньку переместился во тьму. Все глубже и глубже. Знаешь, хоть и сам в совести и мучился. Аминь. Он расслабился. Второе. Тебе нужно пребывать в Слове Божьем. Как я сказал. Слово Божье. Это видно, кто читает Слово, а кто не читает. Видно. Это очевидно. Но 118-й Псалом говорит, что Слово что есть? Свет ноге, светильник стезе моей. Слово. И знаешь, ничего страшного, ты понимаешь, не понимаешь, молись, чтобы понимал. Куча переводов, куча литературы. Не просто читай, но старайся вникнуть. Это важно слушать. Важно. YouTube, все хорошо, а там онлайн проповеди, служения, семинарии, библейские школы, проповедники, там, я не знаю, какие ты хочешь, тебе расскажут твоему уху, все, что хочешь. Это неплохо, но это как бонус. Но слово нужно, слово. Не зря он сказал день и ночь, что? Помните, знаю. Чтобы не отходил день и ночь. Понятно сейчас, ты скажешь, у меня работа, у меня времени нет. Да у нас у всех со временем проблема. У всех. Днем работаю, ночью сплю. Но все равно находи время в этой своей графике, там, этого 24-часового режима, найди слово, не знаю, да ежедневно, пускай это настольная книга будет. 10, 20, 30 минут, но все равно читай. Хоть свой план, хоть чужой план, без разницы. Но дисциплинируй себя в Слове Божьем. Это однозначно, принципиально. Знаешь, я помню этот момент, когда Библию открывал, и просто все, у меня глаза рубит. Как снотворного не надо. У кого было такое? Только его взял, все, и тебя это... Бесы атакуют, да, так и есть. Поэтому так важно, молись перед каждым чтением. Дух Святой, открой мне, дай мне дух премудрости откровения, познавать тебя, дай встретиться. Знаешь, это необъяснимо, это есть тайна благочестия. Но на самом деле Бог через Слово с тобой будет разговаривать, независимо от всех твоих обстоятельств, твоей жизни, твоих периодов. Да, да что там, ничего не изменилось, я уже раз прочитал. Но жизнь твоя меняется, твой внутренний мир меняется, все меняется. Внешний мир меняется в конце концов. Посмотрите, что здесь облик мы поменяли за этот год. И Слово Божье, оно поможет. Не просто, хорошо там пастор сказал, хорошо там кто-то сказал, хорошо. Но то, что Бог говорит, ищи время, заведи это время. Найди время, если ты не будешь пребывать в Слове Божьем, ты уснешь. Ты уснешь. Третье. Сохрани концентрацию. Будь сфокусированным. Пусть главное останется главным. Потому что вот на это место, на главное, важное, первостепенно, всегда еще кто будет пытаться залезть. Всегда будут те, которые захотят быть главным в твоей жизни. Какие-то вещи, я не знаю, ценности. Всегда это будет. И мы живем в такое интересное время. Все, посмотри, все, люди летают и плавают, и перемещаются, и ездят. Все, вот просто. Но при всем этом нам нельзя потерять фокус. Работа, суета, не знаю, семья, дела житейские, заботы, что угодно, как угодно. Но при этом нельзя потерять его, вот этот фокус. Нельзя потерять. Писание как говорит, о горнем помышляйте. Если не будешь о горнем помышлять, почему некоторые о земном? Потому что о горном не помышляют. Поэтому земные ценности, поэтому мир так вот, он интересен для тебя, он влечет так тебя. Потому что нет обновления ума. Потому что не переворачиваешь в своем сознании эти вещи, не пускаешь. Горние. Потому что некоторые, может, сейчас сидят и думают, да когда он закончит уже это? Уже отдохнуть в воскресенье, да? Отдохнуть можно, поспать там. Я не держу, можешь идти, кстати. Знаете, и я понимаю прекрасно, что Бог предлагает.
какой бы здесь ни был, вот я или кто угодно, и какую чечетку вам бы не станцевал бы, и как бы он красноречивый, он какой не был, все это, знаешь, Бог предлагает. Это Его церковь. Но лучше сконцентрироваться на Слове, на Нем, на главных вещах. Определить для себя эти главные вещи. Знаешь, почему ты не молишься, не читаешь? Потому что это не главные твои вещи в твоей жизни. Потому что у тебя нет приоритета. Поэтому. Знаешь, идет прославление, идет проповедь, а ты бегаешь туда, там заказы по телефону. Потому что это не важно, потому что у тебя нет откровения. Что Бог силит благословить тебя в любую минуту. Разве Он, который знает всех этих птичек, каждый волос, как ты думаешь, Он не позаботится о тебе? Мне так часто слышу, работа, работа, работа. Разве Бог, знаешь, ты говоришь, не веря, не веря, не веря, ты исповедуешь. Вот что ты говоришь. Я не говорю, что не надо работать, служить и там все эти дела. Поймите правильно. Все надо, аминь. Аминь. Никогда не надо бездельником быть. Работать, слава Богу. Но верьте и доверяйте Богу тогда. Не на себя, какой ты там, я проворный, вырвался, сегодня я уже не наркоман, сегодня у меня машина, там и что-то еще. Что некогда стало тебе послужить, в конце-то концов. Уже одолжение, знаешь, такое я вижу иногда. Но слава Богу, знаете, пятницу пришел, так, вы молодцы, кто был на молитве. Вау! Да, вот она, это церковь. Это не показатель сейчас только здесь вас. Вот там, в молитве, это показатель. Вот в библейской школе будет показатель. Вот на братской молитве, когда там порядка 10 человек, это показатель. Это показатель вашего отношения. Не то, что церковь сейчас. Нет, это ваших отношений с Богом показатель. Что вы что-то хотите. Знаешь, что в Бога богатеть надо. В Бога. Тогда исцеление приходит, освобождение приходит. Да, прорыв приходит. Там у тебя, на том дворе заднем, где дырка, где стены нету, где исцеление, где беда, где никто тебе помочь не может. Тогда Бог вмешивается и помогает. Вот тогда. А не когда я, знаешь, пришел здесь, сделал одолжение, посидел, что-то там, поумничал, ушел. Когда я повез из нашего поколения, до Матвея отвез, в конце концов. Аминь, конечно, аминь. Дорогие. А так уснете просто. И знаешь, что интересно, и потом вас никто не спасет. И поздно уже будут спасать. Елки-палки. Почему люди? Вначале ты засыпаешь, а потом умираешь. Потом гипертония просто. Все. Ты спал, а пришел дьявол и посеял плевела. И засеяно там все. И потом ты не можешь, ты вырваться не можешь. Ноги связаны, ты как Лазарь в пещере, ты пелены, все, ты не видишь, не слышишь. Темнота, и все, и задыхаешься. И сам себе строишь эту узницу, и камней все больше, больше, больше. И потом, конечно, все виноваты, все всякие такие, все там. И ты ищешь подобных, ходишь. Где же они эти все? И потом Амалик приходит и поражает. Амаликитяне, помните? Это ребята, которые вот они, израильский народ шел, растянулся, а сзади были все там недовольные, обиженные, больные, спящие. Они не успели, решили там подремать. И пришел Амалик, его не спрашивает, он просто берет и забирает. И забирает. Поэтому будь сфокусированным. Пускай главные вещи, пускай Господь всегда будет в твоей жизни Господом. Всегда. Всегда. Вот это не забудь. Все остальное можешь забыть. Вот это. Пускай главное будет главным. Пускай Христос за тебя будет Господином. Четвертое. Будь исполнен Духом Святым. Будь исполнен Духом Святым. Пускай духовное топливо будет. Заправлен ты. На спущенном баке, да, или колесах, или в пустом баке, родители знают, далеко не уедешь. Можно пытаться сидеть там, как дети, знаешь, так же можешь сидеть в машине, иногда так и выглядит. Сидишь, рулишь туда-сюда, там пусто, пусто, елки-палки, пусто.
Ефесянам написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но что делать? Исполняйтесь Духа Святым. Исполняйтесь. Исполняйтесь. Даже это самое, наверное, лучшее место, где он может быть у человека, это исполнен Духом, в присутствии Его. Когда ты паришь в этом воздухе. Почему эти ребята, они там на горе Преображения сказали, мы здесь, все, мы ничего не хотим, нам здесь хорошо. Помните, они это вкусили, они пережили это, они были исполнены Духа Святого. Что предлагает мир, когда у тебя стресс? Что предлагает? Да расслабься, не напрягайся, хорош. Наработался там. Отдохни. Вон соседи твои, коллеги. Чем ты? Что, лучше, что ли? Выпей там пивка, шампусика. Это же не фунфырик боярышника, в конце-то концов. Ну, что там? Коньячка. Некоторые до сих пор не могут спрыгнуть с этого. Да, иногда ко мне подходят, а что, ну, и там трактуют Писание, там же вот Иисус, вино, там. Я говорю, ну послушай, ну, сухой закон у нас. На, хорошо, попробуй. Помолись, станет вином, делай. Еще ни одного не видел. Кто-то еще не знает. Знаешь, а ты смотришь, он подходит, и ты смотришь, ему отмашка нужна, у него трубы горят, ему надо вот. И он будет спорить с тобой, доказывать, а вот же там Писание, там Тимофей, там Павел, Иисус, там это все, там. И ищем там чего. И мы все можем найти. Оправдать себя, мы всегда оправдаем ведь. Ну правда, всегда. Исполняйся Духом, когда тягостно, когда горько на душе. Исполняйся. Ведь бывает так, да? Когда страшно, когда депрессия, какие-то разочарования, обиды. Не варись в этом. Не ходи вот, когда, знаешь, тебя оболгали. Ты ждал, надеялся. Предали, оставили, забыли, не знаю, подвели. И горько, и бесы приходят, да? Они же приходят сразу. Мы здесь, говорят. Обрати внимание, когда ты видишь духовно такое тяжело, когда демоны, когда ты вот в неправильном положении перед Богом, перед людьми, тогда, и что нужно делать здесь? Исполняться Духом, туда бежать, к Нему бежать, так как есть, прийти, стать на колени и сказать, Господи, вот я, но не хочу, помоги. Изливай свое сердце, Библия говорит, изливай, говори. Тогда Бог будет приходить. Тогда Бог будет приходить. Исполняйся Духом Святым. Знаешь, мне нравится вот, Первая Церковь. Вот такие все духовно образованные. И слава Богу, надо учиться в библейской школе. Да знаете, что интересно, открою вам это тайну, секрет. У них ведь Библии не было. А? Не было Библии у них. У них не было там посланий Петра, там, Якова, или там в ветвях Нового Завета послания одного Павла, сколько там. Не было у них. Они читали пророков. Даже некоторые и до пророков сегодня не дошли у нас еще. Да? Но они были, помните, исполнены Духом. Помните, Петр шел, и от тени его люди исцелялись, воскрешали. Вау! Вот так, да? Почему? Исполнен Духом. Он такой же, как и мы. Такой же. Илья, все они такие, как мы. Но они исполнялись Духом Святым. Исполнялись. Следующее, 5. Продолжай двигаться, не останавливайся, не засыпай. Продолжай все равно. Да, упал, встал, пошел дальше. Продолжай. Тяжело, лямка, не знаю. Но ты все равно продолжай. Все равно двигайся, не останавливайся. Ефесянам 6:14. Итак, станьте, припоясав числа вашей истины, и облегшись броню праведности, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово
Божие. Аминь. Встаньте. 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 Знаешь, кто может стоя спать? Да. Кто-то может, я знаю, я сам такой. В метро, хоп. И так раз, хоп, провалился 5-10 минут. Или кто в армии был, в карауле? А? Вот Костя тоже знает. В карауле тоже можно одним глазом. Рап, провалился, хоп, открыл. Но, согласитесь, тяжело спать. Все понятно, молодцы вы. Мы все неординарные, слава Богу. Но на самом деле, стоя спать сложно. Долго не поспишь. Аминь. Долго не поспишь. И он говорит, встаньте, припоясавшись. Поэтому, если нам что-то, чтобы нам не уснуть, нам нужно что-то делать. Тогда служить. Не потому, что я должен служить. Не потому, что мне надо служить, чтобы не упасть, костылек такой, знаешь, чтобы еще третья нога, типа. Нет, не поэтому. Знаешь, некоторые говорят, да в церкви скучно. Слышали такое? А что туда ходить, там это скучно, там что-то еще. Кому скучно, можете ко мне подойти после собрания? Я найду вам занятие. Поверьте, скучно вам точно не будет. Детское пойдет. Я помню, когда я попал в атмосферу церкви, я понял, скучно здесь точно не будет. Знаешь, меня атмосфера сразу взбодрила это. Раньше были такие церковные бодрящие вещи. На самом деле, в церкви никогда не будет скучно. Весело, интересно. Потому что люди, братья, сестры, и мы разное проходим, и будем проходить. Но в этом и есть вот кульминация. В этом мы учимся любить, покрывать, проходить, вставать учимся. Аминь. Поэтому, если ты служишь Господу, тебе некогда будет спать. Поверь. Тебе некогда будет расслабиться. И последнее, чтобы тебе не заснуть, дам тебе совет, будь вот в народе Божьем, с народом Божьим. Когда, вот знаешь, какое-то скопление народа, согласитесь, тебе сложно уснуть. Кто-то тебе раз, оно там толкнет, кто-то. Сидишь, думаешь, там уснуть, не уснуть, тебя хоп, пинок. Сразу. Евреям 10:25 написано: не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение для дня оного. Аминь. Будем бодрствовать. И, знаешь, когда ты в церкви, если ты даже на грани духовной спячки, все равно кто-то разбудит. Если не пастор с микрофона, то брат или сестра. Аминь. Кто-то разбудит. Иисус 4 раза сказал, в 5 стихах, бодрствуйте, бодрствуйте. А что говорил? Говорит, бодрствуйте. Поэтому, знаешь, давайте будем делать все. Я думаю, не только 6, еще больше там можно сказать. Давайте будем делать все, что от нас зависящее, чтобы не уснуть. Все. Знаешь, мы живем здесь, в этом городе, слава Богу. Знаешь, хороший город, тихо, комфортно, да, спокойно, относительно каких-то других регионов. Знаешь, с огромной печалью смотришь на старших, младших, молодежь. Люди пропадают. Молодежь гибнет, спивается, там, не знаю, прожигают жизнь. Эти варочные квартиры, там, подвалы, бары, пив-бары. Наши, и все равно, это хорошо, мы бодрствуем, слава Богу. Но другие. Это должен быть тот, кто сказал, кто разбудит, кто пробудит, кто скажет. Это церковь, это мы. Ты и я. Ты и я. Поэтому на домашних группах мы говорим раз в месяц, чтобы домашняя группа, она думала о тех, которые сегодня спят. Потому что может быть поздно для кого-то. Аминь.